отмечаем юбилей 80 лет со дня вхождения Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. И в честь этого юбилея мы пришли возложить цветы Владимиру Ильичу Ленину. На мой взгляд, Владимир Ильич Ленин главный герой сегодняшнего праздника, потому что благодаря его идеям была создана и Тувинская Народная Республика, и великий могучий Советский Союз, государственным продолжением которого является современная Россия. Спасибо, Владимир Ильич. Чтим твою память. Добрый день, уважаемые земляки! Сегодня наша республика отмечает большой знаменательный юбилей 80 лет со дня вхождения в состав Союза Советских Социалистических Республик. И наша республика, вот, честно говоря, вошла в состав Союза Советских Социалистических Республики, которую возглавлял Салчак Калбахарекович Тока. Это наш замечательный первый руководитель нашего государства, Тувинской Народной Республики. Дай Бог всем нашим жителям здоровья, счастья, удачи, и чтобы мы в этом же составе отметили столетие вхождения нашей республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Все, наверное, знают вклад Салчака Калбахарековича Тока. Да? Это наш первый советский руководитель нашей советской Тувы. Поэтому мы должны чтить память о нем, мы должны всегда помнить о его достижениях, как наша республика из аграрной, такой маленькой народной республики стала аграрно-промышленным советским социалистическим автономным краем. Да? Поэтому для нас это очередной повод вспомнить о достижениях советских руководителей, Советской Республики, Советской Тувы. Спасибо. Дорогие товарищи, 11 октября 2024 года, город Кызыл, столица Тувинской Республики, центр Азии. Мы стоим у памятника человека, которого надо знать всем россиянам. Это Салчак Тока. В октябре 1944 года в Москве было два выдающихся иностранных гостя. Первый — Салчак Тока, глава Тувинской Народной Республики и глава Народной революционной партии Тувы. Второй — Уинстон Черчилль. Оба вели переговоры с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, верховным главнокомандующим, в тот день, когда наши войска прорвались на побережье Балтики и освободили Румынию. Но главным гостем был, конечно, этот человек, потому что он привез прошение тувинского народа о добровольном вхождении в состав Союза Советских Социалистических Республик, что, конечно, с огромным удовольствием весь советский народ воспринял. Помнить этого человека, который десятилетия возглавлял Народную Туву, как независимую, так и в составе Советского Союза. Всех с праздником! Это праздник не только тувинского народа, это праздник всех народов великого и могучего Советского Союза. С праздником!